В рамках визита в столицу Чувашской республики Чебоксары делегация Сухума во главе с Бесланом Ишпа посетила предприятия электротехнической отрасли. В ООО «Релиматика» делегации показали новейшее оборудование, соответствующее мировым стандартам. Релиматика занимается разработкой, производством, поставкой и пусконаладкой микропроцессорных устройств и комплексов релейной защиты и автоматики для энергообъектов всех классов напряжения. Важным направлением деятельности предприятия является сопровождение продукции, поддержка тесных связей с потребителем. У нас каждый населенный пункт отводом от основной линии снабжается электроэнергией, да, и там уже стоит небольшая подстанция на этом этапе. Вот. И при этом отключение линии происходит на питающей подстанции в самой голове, но в случае какого-то повреждения. И если это повреждение происходит, то по факту, по существующим нормативам, нужно полностью всю линию обойти с учетом вот этих вот ответвлений, и только и обнаружить место повреждения. Естественно, это очень затратно по времени, а надо быстрее включать электроэнергию, и, естественно, это затратно по средствам. Бензин, зарплаты и все прочее. Чтобы эту проблему решить, на местах отсоединения линий ставятся вот эти индикаторы с возможностью, то есть они есть и без возможности, и с возможностью передачи данных там, по сетям сотовой связи, по сетям. И, соответственно, в случае, если у нас происходит повреждение, индикатор его фиксирует и сообщает уже, что повреждение на этом участке. И мы бригаду конкретно посылаем на этот участок, сокращая в несколько раз, даже в несколько десятков раз, в зависимости от структуры линии, мы сокращаем сроки ввода объекта. Делегация Сухума побывала и на научно-производственном предприятии полного цикла НПП «Экра». Группа компании «Экра» – лидер российского релестроения. С 1969 года сотрудники разрабатывают, внедряют и модернизируют устройства защиты энергообъектов. Именно «Экра» поставил оборудование для подстанции «Сухум-1», где в декабре прошлого года произошел пожар, из-за которого часть Сухума осталась без света. Комплектные распределительные устройства релейной защиты из Чебоксар были закуплены в рамках инвестпрограммы и уже находились в Абхазии. По опыту работы вообще с Абхазией мы начали активно это делать 4 года назад, и на сегодняшний день мы уже для РУП «Черноморэнерго» поставили оборудование на подстанцию «Сухум-1», вот буквально в декабре месяце отгрузку привели, на Гудауту тоже в полном объеме привели отгрузку оборудования. Сделали 2 года назад полностью автоматизированную систему диспетчерского управления всеми подстанциями Абхазии и его мониторинга. Это как раз вот мы этим занимались. СДУ, вот так называемая система всей энергетики Абхазии, вот как раз мы в течение 2 лет сделали, поставили оборудование, наладили, и оно сейчас успешно вот работает. На встрече обсудили широкий круг вопросов по комплексной автоматизации оборудования насосно-перекачивающих станций, водо- и теплоснабжения с использованием преобразователей частоты систем плавного пуска, по автоматизации учета электроэнергии, по работе цифровых подстанций, которую продемонстрировали на испытательном полигоне. Заместитель начальника департамента ЖКХ администрации города Сухум Руслан Авицба поделился впечатлениями от увиденного. Мало того, что мы увидели очень много красивых мест, очень много красивых, добродушных людей, очень открытых. И, в общем-то, все то, что вот сегодня здесь происходит, для нас это как бальзам на сердце, потому что очень приятно открывать для себя новые места, новые вещи, которые ты иной раз, может быть, где-то еще и не увидишь. Что касается нашей поездки, связанной непосредственно с электротехническим кластером, который здесь представлен, на самом деле огромнейшее откровение. То есть для нас это просто, скажем так, открывающиеся возможные перспективы взаимного сотрудничества, поскольку вся линейка продукции, которая представлена, скажем, на тех предприятиях, которые мы увидели, она очень высокого уровня, высокого качества, и это может быть применимо в наших энергосетях, которые на самом деле нуждаются в конкретной модернизации. Я думаю, что, учитывая все то, что мы увидели, я думаю, мы обязательно найдем какие-то точки соприкосновения. И хотелось бы пожелать вам двигаться вперед, потому что замечательное предприятие, очень большой потенциал, огромнейший. И то, что вот видно, что это действительно сделано с любовью. То есть люди, которые здесь работают, видно, что они душой болеют, очень любят свое дело и с удовольствием занимаются тем, чем они занимаются.
Делегация администрации Сухума посетила также Чебоксарский электроаппаратный завод, ЧАЗ – электротехнический холдинг, который решает комплексные задачи по строительству и реконструкции систем распределения электроэнергии от проектирования до сдачи объекта под ключ. 75% релейной защиты в России работают на оборудовании, выпущенном в ЧАЗ. Директор инженерно-производственного комплекса «Реконт» Александр Горелов рассказал, что Чебоксарский электроаппаратный завод – уникальная компания, конкурентов у которой в России нет. В рамках нашего подразделения, наверное, в России такого уникального производства, как у нас, нет. То есть в мире мы можем там сравниться с Сименсом, со Шнайдером, с АББ, вот по тому количеству изделий, которые делаются. Да? Отдельные конкуренты есть, допустим, там по щитовой продукции, по микропроцессорной защите, да? Там, по выключателям, но в совокупности все, что есть как бы на ЧАЗе, такой компании в России нет. Ну, поэтому ЧАЗ – это уникальная компания. Директор инженерно-производственного комплекса микропроцессорное устройство релейной защиты Петр Варганов отметил, что подразделение готово оснастить любые виды электростанций и подстанций напряжения до 220 кВт. Познакомили руководство Сухума с самым масштабным направлением на ЧАЗ – производством щитового оборудования блочно-модульных зданий, которые предприятие поставляет заказчикам под ключ. Нам очень приятно, что мы были на производственных площадках, есть научный потенциал, который вы реализуете, получаете готовую продукцию. Мы были в цеху, где на все 100% от комплектующих до конечного товара выпускает само предприятие, сказал мэр Сухума Беслан Ишпа. В завершении визита на Чебоксарском электроаппаратном заводе был организован круглый стол с участием представителей электротехнического кластера Чувашской республики. Исполнительный директор Ассоциации инновационный территориальный электротехнический кластер Александр Данилов отметил, что встреча организована для того, чтобы предпринимательские круги городов-побратимов нашли точки соприкосновения и реализовали совместные проекты. Заместитель главы города Чебоксары Виктор Горбунов приветствовал делегацию Абхазии на территории электроаппаратного завода. Он подчеркнул, что война в Абхазии никак не повлияла на открытость и гостеприимность абхазов. У нас сегодня глава города Сухум, это Республика Абхазия, представители его команды. Конечно же, мы все знаем и любим, наверное, Республику Абхазия по одной простой причине, что многие из нас ездят туда отдыхать. И знаем, какая культура, какие традиции, и никакие события грузино-абхазского конфликта в середине 90-х годов ни в коей мере не повлияли на гостеприимность, на доброжелательность, на открытость, на культуру. Сродни, наверное, нашей культуре, только побороться с гостеприимством может наши чуваши, наша культура, наш фольклор, они чем-то идентичны. У представителей руководство города Сухум, большой интерес к городу Чебоксара. Мы видим, какие положительные эмоции и впечатления они получили, исходя из экскурсии, которые заложены в программе. Прежде чем выстраивать переговорный процесс с руководством города Чебоксары, изучали потенциал, возможные варианты сотрудничества, отметил мэр Сухума Беслан Ишпа. Уважаемые господа, разрешите вас поприветствовать от лица города, от жителей нашей столицы, города Сухум, Республики Абхазия. Мы, конечно, прежде чем стали выстраивать переговорный процесс с администрацией, с руководством города Чебоксары, изучали потенциал, возможные варианты сотрудничества и так далее, помимо социальных вопросов, культурных, спорта там и так далее. Ну и еще и понимая о том, что у вас есть серьезный промышленный потенциал, производственный потенциал. Вот, конечно, проявили, разумеется, интерес. Поэтому мы абсолютно убеждены, и эти экскурсии вчерашние и сегодняшние нам еще раз подтверждают о том, что да, мы на правильном пути, у нас есть интерес. Уже предприятия абхазские работают с предприятиями электротехнического кластера Чувашской республики. И это вот как раз-таки подтверждение тому, что мы до этого я сказал. Поэтому с удовольствием мы вас, как говорится, будем, я думаю, некоторые компании, которые будут проявлять интерес работать на территории Абхазии или осуществлять поставки той или иной продукции, которая вами производится здесь, вот, мы с удовольствием будем поддерживать, и будем поддерживать не просто так, как рекомендации, а вот именно сопровождать так, чтобы эти партнерские отношения вам доставляли только, как говорится, помимо прибыли, но еще и удовольствия в общении, в партнерстве и так далее. Мы готовы к сотрудничеству и готовы реализовывать такого рода программы.
Заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчи рассказал об инвестиционном потенциале столицы Абхазии, об актуальных потребностях в импорте электротехнической продукции и в первую очередь поблагодарил за теплый прием. Мы как будто бы находимся у себя дома, просто за несколько сот километров, а по сути все то же самое. Отношение людей, и то, как нас встретили, и то, сколько новой полезной информации мы сегодня для себя подчеркнули. Конечно, все увиденное очень впечатляет. Мы приедем по возвращении домой, мы всю эту информацию проанализируем, продумаем и организуем сотрудничество с городом по тем направлениям, которые для нас будут максимально интересны и продуктивны. Представители электротехнического кластера отметили, что готовы рассмотреть проект локализации высокотехнологичной продукции в Сухуме и интересовались, какие существуют политические, экономические и прочие ограничения, чтобы экспортировать продукцию далее. Помимо реализации собственной продукции на территории Абхазии, еще раз повторяю, никаких ограничений нет в этом смысле. Также цепочка продажи через 2ШЖ, российские сети продаж, дилерские сети, представительские сети и так далее. Ну, точно так же ближайшие республики Черноморского государства, Черноморского области. На круглом столе также интересовались наличием обученного технического персонала, подготовкой кадров. Мэр Сухума рассказал, что существуют проблемы со специалистами технического профиля. Он отметил, что если в Абхазии будут производства, специалистов будут готовить, в том числе и в вузах Чувашии. А если будет хоть какое-то направление развиваться, конечно, мы сможем тут к вам отправлять наших ребят на обучение в эти ваши вузы, для того, чтобы они понимали, что получив такое образование, уже могут где-то себе применять. В завершении встречи заместитель главы города Чебоксары поблагодарил всех, кто принял участие в работе круглого стола, а также показал свои рабочие площадки и провел сухумскую делегацию по производственным цехам. «Укрепляйте наше сотрудничество», – сказал Виктор Горбунов. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие на встрече наших гостей, кто предоставил им свои площадки, провел их, значит, по своим производственным цехам. Программа очень насыщенная. Эмоций очень много. Обменивайтесь номерами телефонов, выстраивайте те деловые отношения в развитии своего бизнеса. Укрепляйте наше сотрудничество с Республикой Абхазия. Ну и прославляйте наш град Чебоксары, прославляйте град Сухуми, чтобы наши два города были на самом деле теплыми, имели контакт и, естественно, знали о том, что в этом городе есть наши партнеры не только на уровне нашего города, но и на уровне своего бизнеса. Исторически сложившаяся локализация электротехнических производств на территории города Чебоксары позволила создать в 2012 году электротехнический кластер Чувашской республики, который объединил ведущие электропредприятия республики. В состав электротехнического кластера входит 29 организаций, у которых 22 промышленных предприятия. Это и разработчики, и производители электротехнической продукции, электрического оборудования и запасных частей к ним. Продукция предприятий востребована, конкурентоспособна и замещает аналоги ведущих мировых брендов. Мадина Абганба, пресс-служба администрации города Сухум, Чебоксары, Чувашская республика.